самые долгожданные игры были, конечно, потому что мы к ним шли не 4 года, а 9 лет. В 2016 году, как вы знаете, нас отстранили, не получилось поехать, но в этот раз наконец-то удалось. Самое, конечно, запоминающееся это, будем говорить, золото, которое мы взяли с командой в эстафете. Украинец отчаянно пытается выиграть, но Сотникову ему уже не догнать. И сборная России в завершении дня, да, выигрывает золото с паралимпийским рекордом, но это было понятно. Браво, браво, отлично. Именно таким составом ни разу вообще не выступали, не тренировались даже вот до, например, на сборах как-то отрабатывания эстафетные передачи не было. И вот все это как-то импровизационно получилось, и получилось вот действительно чудо. Потому что, взять золото, конечно, на Олимпийских играх это дорого стоит. Самая, наверное, главная мечта каждого спортсмена любого. Я хочу рассказать, что Паралимпийские игры оказались совсем другими. Масштаб соревнований, он огромен. И я понимала, какая большая ответственность передо мной, что огромное количество людей хотело бы поехать на моем месте, но это место заняла я. Аделина там бьется с канаткой за бронзу и пока выигрывает. Золото отправляется в Ирландию, а бронза все-таки отправляется в Уфу. Так Аделина Резединова становится бронзовым призером. Когда я увидела, что я буду стоять на пьедестале, я не поверила. Я несколько раз поворачивалась обратно и думала, хоть бы эта тройка не оказалась пятеркой. Было очень страшно повернуться и увидеть другую цифру. Но я несколько раз поворачивалась, и она все еще была тройкой. И это эмоции, которые не сравнить вообще ни с чем. Пикалова делает хороший старт. Крившина пока вторая. Выигрывает пока бразильянка, но наши девочки вторая, третья. Крившина, и нужно касаться, с паралимпийским рекордом, кстати. Когда было серебро, тоже было обидно за нее, потому что я знала, что она могла взять золото. И, в принципе, в своей категории, в своем классе она золото завоевала и установила паралимпийский рекорд. Ну и, конечно, когда вот коснулись, уже утвердили результаты, все, счастье было, потому что достигли того, очень долго шли. Действительно, подготовка была очень серьезной, очень сложной. Мы за 100 дней до игр мы были на сборах. А волнение, естественно, у спортсмена волнение в полуруме и на дистанции перед стартом. А у тренера, это мы были на балконе, переживали, кричали, болели за наших ребят. Остается нам что делать? Положить это все на полку и идти вперед к Парижу. Есть предел человеческих возможностей, а вы где-то за пределом человеческих возможностей. Вы действительно сделали очень много. Мы очень благодарны за ваш характер, за ваши отношения, ну и за то, что вы действительно не бросаете наш университет. Когда они буквально недавно прилетели из Токио, побыли на изоляции, дабы встретиться с президентом страны, встретились с президентом страны, встретились вчера с главой республики Радием Фаритовичем, сегодня у нас в университете. Чуть-чуть отдохнете, и дальше к дальнейшим завоеваниям, к дальнейшим звездам. Поздравляю, девчонки. Было ли вам обидно выступать не под флагом России и какие чувства вы испытывали? Находясь здесь дома, мы, наверное, даже не понимали, что такое выступать без флага, без гимна. И нельзя было произносить слово «Россия». Оказавшись там, было не по себе. То есть, пройдя и очутиться там, в этой атмосфере, что действительно, какая у нас великая, огромная страна, Россия, а мы это слово не можем произносить, не можем петь гимн. Было действительно тяжело. Есть ли какие-нибудь секреты для достижения такого успеха? Все время говорила на всех интервью и буду говорить, преграда только у вас в голове. Если вы сказали, что вы не можете, значит вы не сможете. И сколько бы у вас силы не было, не сможете, потому что дали себе такую установку. Дадите установку, что все, я смогу, и никакие преграды мне не помеха, то все у вас получится. Это весь секрет. Чем займетесь сразу же, как только схлынет все это внимание, все эти встречи? Очень хочется отдохнуть, набраться сил, чтобы приступить уже к новым тренировкам полной энергии и делать это все в удовольствие.